Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Сегодня переходим на 17-й хадис, и его приводит Абдулла ибн Аббас, ученый этот уммы, тарджуман аль-Кур'ан, тот, кто объясняет Кур'ан, за которого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа, чтобы Аллах даровал ему мудрость, понимание в религии и объяснение книги. И он из сахабов самый знаменитый. И большинство книг тафсиров именно его слова приводят как объяснение для слов Аллаха субханаху ва тааля. И он тот, кто видел Джибрииля 2 раза. И Умар бин Хаттаб часто после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и после того, как он стал амиром, правителем верующих, Умар бин Хаттаб часто брал советы у него, часто советовался. Хотя, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, Ибн Аббасу было всего лишь 13 лет. Было 13 лет. Несмотря на это, он начал изучать, учился, старался, проявлял усердие. И когда его спросили, как ты достиг такого уровня в знаниях, как ты стал ученым, выделился среди всех сподвижников, и он сказал: «Билисянин сауль ва кальбин акуль», спрашивающим языком и размышляющим сердцем. Как я достиг этого? Он сказал: спрашивающим языком. То есть ходил, спрашивал у сподвижников, какое положение того-то, что вы слышали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, про это, вот этот аят зачем был ниспослан. Ходил и спрашивал, и после этого размышлял. И для того, чтобы, когда Умар бин Хаттаб приводил его в собрание сподвижников, собрание старых сподвижников. То есть Умар бин Хаттаб вообще никогда не выводил решения, пока не посоветуется с сподвижниками. Всегда, если какое-то дело происходило, он всегда собирал сподвижников и после этого советовался с ними. И после того, как посоветовался, выводил решение. И вот часто он приводил Абдулла ибн Аббаса, и не все этим довольны были. И когда он сказал: хотите узнать, почему я его привожу, тогда скажите мне, что вы скажете про суру Наср. «Иза джаа насруллахи валь фатх», и когда придет помощь Аллаха, и когда будет открытие Мекки, «Вараэйт аннаса ядхулуна фи диниллахи афваджи», и ты увидишь, что люди входят толпами в религию Аллаха. «Вараэйт аннаса ядхулуна фи диниллахи афваджи фасаббих бихамди раббика», и восхваляй своего Господа, вастагфир, и проси у него прощения, поистине он Тауаб ар-Рахим, принимающий покаяние, прощающий. И спросил у сподвижников этих: как вы растолкуете эту суру? И начали говорить, что Аллах субхану тааля тут обещал, что Мекка будет открыта, то, что ислам будет много людей принимать, а важность прошения прощения у Аллаха субханаху ва тааля, явный смысл из аятов. И потом Умар бин Хаттаб повернулся к Ибн Аббасу и спросил: а ты это как растолкуешь? И Абдулла ибн Аббас сказал: здесь Аллах субханаху ва тааля сообщил пророку, что он скоро умрет. Здесь он сообщил пророку, что он скоро умрет, то, что все, его задача закончилась на этой земле. Люди все принимают ислам. И к концу жизни человек что должен делать? Больше уделять внимание прощению своих грехов. И вот после этого все признали его знания. И он был сыном дяди пророка, саллаллаху алейхи вассалям. У пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был дядя Аббас, про которого мы говорили на прошлом уроке, то, что он из тех, кто из числа первых, кто принял ислам, однако он скрывал ислам и принял ислам только после битвы при Бадре, когда даже он до того скрывал ислам, то что мушрики даже не догадывались, что он мусульманин, так как он участвовал в битве при Бадре, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил убивать. Если встретите Аббаса, сказал: не убивайте его.
И потом он откупился, как пленник попал, откупился, вернулся в Мекку и вернулся и сделал хиджру к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И очень много достоинств приводится, как он, так и его сын, из достойных сподвижников. Поэтому, когда говорится Ибн Аббас, говорится радияллаху анхума, да будет доволен ими обоими Аллах. Сын Аббаса, имеется в виду, пусть Аллах субхану ва тааля будет доволен им, Абдулла ибн Аббасом, и его отцом Аль-Аббасом. Его мать была сестрой Маймуна, а Маймуна это была жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он родился, сам Абдулла ибн Аббас родился за 3 года до хиджры, и когда он умер, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему было 13 лет. Также было сказано, что 15 лет, так как раньше точно это было неизвестно, не велись записи. И он умер в городе Таиф. И ему в день его смерти ему было 71 год. И от него, как он, так и от него приводят очень много сподвижников, приводят хадисы. То есть он из тех, кто очень много привел хадисов, как Абу Хурайра, как Анас бин Малик. Вот, он тоже из числа тех, кто много приводит хадисов, и он из тех, Абадили называется, то есть из люди Абдуллы, так скажем. Когда говорится Абдулла, это понимается или Абдулла ибн Аббас, или Абдулла ибн Умар, или Абдулла ибн Амр, или Абдулла ибн Мас'уд. Абдулла ибн Мас'уд. Абадиля называется. Множественное число слова Абдулла, как бы сокращенно, так Абадиля. Сподвижники, у которых имя с именем Абдулла. И вот он передает и сказал: «Инна вафда Абдиль Кайс». Племя Абдиль Кайс, Абдуль Кайс приняло ислам и направила делегацию к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы обучиться религии. Однако они не могли часто приходить изучать религию, потому что между ними и Мединой находилось их братское племя Мудар. Братское племя Мудар, и они воевали часто с ними. И поэтому могли прийти только тогда, когда были запретные месяца. А многобожники возвеличивали эти месяца и прекращали войны в эти месяца, чтобы люди могли спокойно совершить хадж. Нападение, разбой, все это в это время прекращалось. Даже говорится, что в эти месяца, если человек видел убийцу своего отца, то он проходил мимо, не подняв руку, не сказав ни слова. То есть до того возвеличивали вот эти месяца. Это месяц Зуль-Хиджа, Зуль-Каада, Мухаррам и месяц Раджаб, в котором мы сейчас находимся. Сейчас месяц Раджаб как раз идет. Аллах субханаху ва тааля про эти месяца сказал: «Инна иддата шухура инда Аллахи исна ашара шахра». Поистине месяца, количество месяцев перед Аллахом 12 месяцев. И это записано в книге Аллаха в день сотворения небес и земли. В день сотворения небес и земли Аллах определил, что количество месяцев будет 12. И из них, говорит, 4 запретных. Из этих месяцев 4 запретных. «Фаля тадлиму фихинна ахада» и «фихинна анфусакум». И не говорит это: не совершайте нечестие в эти месяцы. И, как ученые сказали, как и грехи, так и благие дела увеличиваются в объеме в эти месяца. Если сказать про благие дела, то благие дела мы знаем, они увеличиваются в количестве. За каждое благое дело, по милости Аллаха, какое бы благое дело ни совершил бы мусульманин, за каждое благое дело Аллах субханаху ва тааля записывает 10 благих дел. То есть, если, например, спрашивают, а сколько за это благих дел записывается, ты можешь сказать как минимум 10. То есть за каждое благое дело Аллах субханаху ва тааля записывает 10 благ. Но это еще может увеличиться до 700 и может увеличиться еще больше.
как об этом сообщается в хадисах. Что касается грехов, то Аллах Субханаху ва Тааля по своей милости также за каждый грех записывает только один грех. Грехи в количестве не увеличиваются. Если благие дела увеличатся в количестве, то грехи не увеличатся в количестве. Однако, как и грехи, так и благие дела, они увеличиваются в качестве. То есть какой-то грех может быть маленьким, какой-то грех может быть большим. И вот так. Какое-то благое дело может большим быть, какое-то благое дело может быть маленьким. То есть благие дела, мы сказали, увеличиваются в количестве и увеличиваются в качестве, большие или маленькие. А грехи только увеличиваются в качестве, да, увеличиваются в объеме только. Это по милости Аллаха Субхану Тааля к этой умме, чтобы быть справедливым. Аллах Субхану Тааля поэтому сказал, то, что те, кто будут наказаны адом, этот ад будет по мере их грехов. По мере их грехов. То есть справедливо. А те, кому будет дарован рай, то он будет дарован как подарок. Как подарок. Потому что сколько бы ты благих дел не сделал, ты не заслужишь рая. Ты не заслужишь рая. И вот они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Месяц харам, и они использовали этот момент, когда арабы перестали друг с другом воевать, и пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы получить знания. И они из тех людей, кто принял ислам, и до этого мусульмане с ними не сражались. До этого мусульмане с ними не сражались. И помимо пророческой мечети, первая джум'a, которая была проведена вне территории Медины, это вот как раз в их территории. То есть это племя опередило другие города, другие деревни тем, что первыми после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у себя провели джум'у. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда встретил их, увидел, что они пришли, сказал: «Маниль каум», кто люди, то есть те, кто пришли. И они сказали Раби'a, то есть по-другому еще называлось это племя Раби'a. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мархабан биль каум». Если в словарике посмотрите Баранова, то мархабан переведут как «добро пожаловать». Однако это как немного грубоватый перевод. Рахаб слово это означает широта. То есть вы пришли в широкую землю. Как бы пожелание, когда встречаешь людей и когда радуешься этому, ты говоришь: вы пришли в широкую землю. Имеется в виду, нам не будет трудно от вас, и вам не будет трудно из-за нас. У нас не будет никаких трудностей из-за вас, и у вас не будет никаких трудностей из-за нас. Вы пришли в широкую землю, то есть как будто бы вы не будете, давки никакой не будет. Как бы приветствие такое. И это также указывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был рад, то, что они пришли. Радовался, потому что мархабан, именно такое пожелание, говорится именно тогда, когда человек радуется пришедшему, к тому, кто пришел. И также это говорится для того, чтобы убрать сожаление какое-то, стеснение, чтобы между людьми исчезло стеснение. Когда вот человека встречаешь: добро пожаловать, приходи, человек перестает стесняться, он более радостным. Если даже горевал, то у него появляется радость. Если был усталым, то появляется какой-то легкость, да, какое-то оживление. Вот из-за этого также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поприветствовал их. Но это не значит, что они ассаляму алейкум не говорили. Это просто не указано. Гайра хазая. Вы пришли сюда не униженными, так как мы сказали, что до этого не было войн между ними и пророком, саллаллаху алейхи, и не было у них рабов от этих, у мусульман не было рабов от этих, из этого племени. Валя надама, и не сожалеющими, потому что они не воевали против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы сожалеть, и не оказывали помощь тем, кто воюет с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И они сказали:
«О посланник Аллаха, инна ла настати'у ан натика илля фи шахрил харам». О посланник Аллаха, у нас нет возможности приходить к тебе, кроме как в запретные месяца. То есть мы можем прийти к тебе только в запретные месяца. То есть это 4 месяца. 3 месяца подряд. Зулькада, Зульхиджа, Мухаррам. И 3-й месяц, 4-й месяц отделен, это месяц Раджаб. Месяц Раджаб. И вот как раз Мудар, вот это племя, которое между ними находилось, они очень сильно возвеличивали этот месяц. Даже месяц Раджаб иногда называют месяц Мудар, потому что это племя в особенности возвеличивало этот месяц. И они сказали: мы не можем приходить к тебе, кроме как в запретные месяца, потому что между нами и тобой есть хай, район миналь куффар, район неверующих, племени Мудар. И хай называется хай, если так перевести, это живой. Район называется хай, потому что люди живут за счет друг друга. Почему район районом называется? В арабском языке хай от слова живой, потому что люди живут за счет друг друга, поддерживают жизнь друг другу посредством торговли, посредством помощи друг друга. И они сказали: «Фамурна би амрин», и прикажи нам какой-то приказ, или по-другому перевели какое-то дело. То есть или обучи нам определенное дело, или прикажи нам, чтобы мы выполнили какое-то дело, фаслин. Фасль, то есть то дело, которое бы обучи нас тому делу, с помощью которого мы бы различали истину от лжи, или обучи нас так, чтобы мы не нуждались в объяснении кого-либо потом. Потому что они изучили, и что? Уехать надо. Нету возможности все время приезжать. Нухбир бихи ман вараана. И мы сообщим об этом тем, кто остались после нас. Тем, кто остались после нас, сзади нас. Это имеется в виду или те, которые... Не все же пришли, как делегация, только 14 человек было. Не полностью все племя пришло, а часть только для того, чтобы сообщить, что они приняли ислам и обучиться религии. Это или тем, чтобы сообщили мы об этом тем, кто остались сзади нас, или со смыслом то, чтобы мы сообщили этому тем, кто придут после нас, то есть другое поколение. Ванудхиль бихиль джанна, и зайдем по причине этого дела в рай, И возможно, вы вспомните хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лян ядхуляль джанната ахадукум минкум би'амалихи». Никто из вас не войдет в рай би'амалихи, как переводят, со своим делом. Би'амалихи. А как тогда соединить вот эти два хадиса? И как понять аяты, в котором Аллах Субханаху ва Тааля говорит то, что вот этот ад, огонь, по причине того, что вы делали. А вот этот рай, то же самое по причине того, что вы делали. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: вы не зайдете в рай со своими делами. То тут Б есть, би, амаль. У Б у него очень много смыслов. У него смысл как просить помощь. Например, бисмилляхи рахмани рахим. Что это означает? Я прошу помощи у Аллаха в своем деле. То есть я, например, сажусь читать книгу и говорю бисмилляхи рахмани рахим. Имеется в виду, я читаю с именем Аллаха. Что означает? Я в своем чтении прошу у Аллаха помощи. Б тут со смыслом просить помощь. Например, есть валлахи билляхи, клятва, когда используется для клятвы. Есть, например, это для того, чтобы указать на соединение. Например, Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вамсаху биру усикум», и протерите свои головы. То есть, протирая, коснитесь своих голов. Вот так. Очень много смыслов, и один из смыслов это Б,
это причина, то есть когда что-то является причиной чего-то. Например, ты когда-то помог какому-то человеку перейти дорогу или в каком-то деле, или показал ему какой-то, пригласил, например, чай попить, дал покушать и сделал какое-то благое дело. И потом он тебе возвратил, то есть встретил когда-то, в одно время ты его, и он тебе сделал такое хорошее дело, а ты не помнишь его. И спрашиваешь его, почему ты такой почет оказал мне? И он говорит, по причине того, что ты мне оказал почет. Возможно, что вот этот оказанный им почет намного больше, чем что ты сделал. Однако вот то, что ты сделал, стало причиной. То есть обмен был неравноценный, а было что? Причина только. Причина твоего действия привела к тому, стала причиной к тому, что он сделал тебе такое же благое дело. Второй смысл, один из Б, похожий на этот смысл, это когда указывается на равноценный обмен. То есть, сколько яблоко стоит? И он говорит, 10 рублей. И ты говоришь, я купил яблоко B 10 рублей. То есть, взамен на 10 рублей. Вот с этим смыслом, да, никто не зайдет в рай. Взамен на свои дела. Потому что сколько бы ты их делал, ты не сможешь набрать цену рая. Цену рая. Тут за квартиру сколько платят? Ипотеку. Там, или это, деньги собирают. Так же? Сколько лет? А тут рай, ширина небес и земли, где есть то, что глаза не видели, уши не слышали, и не приходило на разум человеку, где есть реки, у которых нет берегов, которые плывут без берегов и при этом не растекаются. Есть вода, попив которой ты больше никогда не будешь испытывать жажду. Есть хамр, вино, попив которое у тебя не будет головной боли и опьянения. Есть мед, есть молочная река, есть дома из серебра и золота, есть слуги, которые будут ухаживать за тобой. И будет все, что ты пожелаешь. Там будет все, что ты пожелаешь, все, что ты захочешь. И у тебя не будет ни печали там, не будет печали, у тебя будет только радость, не будет никаких сожалений, все. И вот рай, вечный. Можно ли это обменять на дела? Нет, никак обменять. Но дела станут причиной. Аллах Субхану Тааля, потому что ничего не делает без причины. Он всегда велит нам совершать причины. И он сказал, вот ваши дела это будут причины входа в рай или будут причины того, что вы войдете в ад. И тут вот тоже с этим смыслом, то, что вели нам дело, обучи нам делу, совершив которое это станет причиной того, что мы войдем в рай. Станет причиной того, что мы войдем в рай. А как я сказал, в обмен на дела не получится. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал даже про себя, когда ему сказали, он сказал, никто не войдет в рай в обмен, поэтому сейчас переводим уже как в обмен на свои дела. И сказали, даже ты посланник Аллаха, а мы знаем его поклонение, да? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, иногда бывает такой момент, приходит забывчивость. То есть он начинает заниматься мирскими делами, занимается семьей и забывает поминать Аллаха, и поэтому 70-100 раз просит у Аллаха Субхану Тааля прощения. У него грехов нету. Ему даже если были бы, то они прощены, прошедшие и будущие. И при этом он просит 100 раз в день прощения. И выстаивал ночные намазы, совершал столько благих дел. И у нас спрашивают, и даже ты, о посланник Аллаха? И он говорит, и даже я, если только Аллах Субхану Тааля не окажет мне свою милость, не покроет меня своей милостью. Вот. И также спросили у него про напитки, про спиртные напитки.
И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал им 4 дела и запретил им 4 дела. Амарахум биль имани билляхи вахдах. Приказал им иман, верить в Аллаха единого. И как будто бы вот этот один только приказ идет. И поэтому есть проблемы с этим хадисом, в объяснении этого хадиса. Тут вот сейчас прочитаю. И велел им веру в Аллаха единого. И потом спросил: а вы знаете, что такое верить в Аллаха единого? И они сказали: Аллах и его посланник лучше знают. И он сказал: шахадату ан ля иляха илля. Это свидетельство, то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха. Выстаивать намаз, выплачивать закят, пост в Рамадане и давать 5-ю часть от трофеев. Отдавать 5-ю часть от трофеев. Смотрите. И он велел им верить веру в Аллаха единого. Потом спросил, что такое вера в Аллаха единого. А мы сказали, сколько он это приказал. 4 вещи приходят. А тут смотрите. Шахадату ан ля иляха илля, свидетельство, что нет Бога истинного, кроме Аллаха. Икамату саля, выстаивание намаза. Итау закя, выплачивание закята. Сияму Рамадан, пост в Рамадане. И 5-ю часть давать в этом. Это первое. Однако еще проблема есть, то что тут в хадисе приходит, передача говорит, и он велел им верить в Аллаха единого. И все. А другие приказы не сказал. А потом вот эта вера в Аллаха он только расшифровал, что такое. И поэтому вот есть это. И есть объяснение ученых насчет этого, почему именно так было сказано. Это вот тут лучше объяснено это. Как сказал, вот есть 2 проблемы. Ат-Тыби, ученый, который очень много сделал объяснений на хадисов, сказал, в хадисе 2 проблемы есть. Говорит, одно из них то, что приказ тут один, а то, на что основывается этот приказ, их 5. Их 5. Вторая проблема, он сказал в хадисе, то, что если посчитать, сколько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пересчитал, то их количество всего 5. А если со стороны приказа, то приказ только один, вера в Аллаха, а потом расшифровка идет. И был ответ дан, то, что он указал на то, что иман, и тут иман имеется в виду ислам, потому что иногда эти 2 синонима и могут заменять друг друга. Ислам — это иман, а иман — это ислам. Если они приходят по отдельности, то иман — это обозначает ислам, а ислам — это обозначает ислам и иман. Иман обозначает это иман и ислам. Если приходят вместе, то иман — это обозначает дела сердечные, сердце, и это, а ислам — это означает внешние дела, как намаз, закят, то, что можно видеть. И тут вот объяснение имана, именно 4, это вот как то, что как идет как объяснение вот этому иману. И вот это шахадату ан ля иляха илля, свидетельство, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, не входят вот в эти 4. Так как люди, которые пришли, они есть уже верующие, мусульманами они пришли. А 4 это выстаивание намаза, выплачивание закята, пост в Рамадане и 5-ю часть трофеев. Хадж не было сказано, потому что они пришли в 8 году, а хадж был вменен в обязанность в 9 году. То есть еще хадж не был фарзом. Поэтому и не было про него сказано. А 5-я часть трофеев было сказано, потому что они вот как раз с племенем Мудар все время воевали. И появлялись трофеи.
Однако, и также приходит в других хадисах, риваятах этого хадиса, то, что именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не указал свидетельство ля илях илlallah, а сразу начал с намаза. Но в других, есть еще и другие риваяты, в них именно указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял руку и сказал: свидетельство, нету Бога истинного, кроме Аллаха, свидетельство ля илях илlallah, и загнул палец. Выстаивание молитвы и загнул палец. И поэтому сказали то, что выплачивание трофеев это входит в закят. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы видим, тут сказал свидетельство, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха, и назвал вот эти действия, хотя это действия, дела, назвал их иманом. И это как бы является доказательством на слова большинства ученых, то есть есть разногласия между учеными в понимании имана, то есть как термин, что является иман, как в терминологии, что означает иман. Есть кто сказал, что это говорить языком и подтверждать сердцем, лучше сказать подтверждать сердцем и говорить языком. И другие сказали, вторые сказали, это говорить, подтверждать сердцем, говорить языком и совершать дела. То есть состоит из 3 частей. И тут опять есть разногласия. Те, которые сказали говорить, подтверждать сердцем и говорить языком, разделились. Одни сказали, как ханафиты, сказали, что дела являются обязательными и являются теми, что пополняет веру, пополняет дело полноценной веры. И появилась другая группа, это мурджи, те, которые говорят, что дела не нужны. И как, если ты верующий, тебе никак не повредит совершение грехов, как если ты неверующий, тебе никак не поможет совершение благих дел. И наша вера, как вера Джибрииля и пророков. Вот это опасные слова такие сказали. И Абу Ханифа, и его мазхабе запрещено вообще такие вещи говорить. И это, как я сказал, вот это разногласие, это только в терминологии. Что означает иман? Как термин. Другие, те, кто сказали, что иман это состоит из дел, из веры в сердце, подтверждения языком и совершения дел, также есть разногласия. Это му'тазилиты, это хавариджи и это ахлюль хадис, люди хадиса, как имам Ахмад, имам Малик, имам Шафи. 3. Му'тазилиты сказали, тот, кто не совершает дела, или тот, кто совершит грех, он и неверующий, и не неверующий, между. И он, если человек совершил большой грех, то он не становится неверующим, но навечно останется в аду. И он бейна манзилятейн, то есть между двумя положениями. Его нельзя назвать верующим, и его нельзя назвать неверующим. Вот это ошибка. Другие сказали, это хавариджи, они сделали иман частью веры, такой частью, что если она пропадает, то пропадает вся вера. Как один раз к Абу Ханифе пришли хавариджи, поймали его и сказали: о шейх, покайся от куфра. И Абу Ханифа говорит: я каюсь от куфра, делаю покаяние перед Аллахом от всех видов куфра. И они, оставшись довольны, ушли. И один человек остановил их и говорит: он не имеет в виду куфр, то, что вы имеете в виду, а он говорит куфр, который вы совершаете. И они вернулись к Абу Ханифе и говорят: ты же, когда покаялся от куфра, ты имел в виду наш куфр, то, что ты считаешь наш куфр. И Абу Ханифа говорит: ты это говоришь, основываясь на знаниях, или говоришь, основываясь на предположениях? Если ты это говоришь, основываясь на знаниях, то это одно. А если ты говоришь это, основываясь на предположениях, то всякое предположение – это грех. А грех, по твоему убеждению, это куфр. Покайся ты сначала от куфры.
И тот говорит, я покаялся от куфра, сказал. Поэтому вот у них это считается частью имана. Тот, который, лишившись чего, человек теряет веру. Человек теряет веру. Поэтому ученые согласовались на том, что из тех хавариджей, которые раньше были, не которые сейчас, которые раньше были, дозволяется принятие хадиса у них. То есть, если они в цепочке передатчиков находятся, то разрешается передавать от них хадисы. Почему? Потому что вранье у них является куфром, неверием, который выводит из религии. Они не могут соврать. Да. Поэтому у них принимается хадис. И, однако, ахлюль хадис, они не сделали дела такой части религии, пропадая которой исчезает религия. Они сказали, что тот, кто не совершает дела, он не кафир, он фасик, большой грешник. Но при этом Аллах Субхану Тааля может простить его, может наказать, но потом все равно введет в рай. Он все равно попадет в рай, этот человек. Он все равно из людей рая. То есть не сделали вот таким частью, пропадая которой, исчезает религия. Это как, например, представьте человека, у человека есть органы, убрав которые человек умрет, а есть органы, которые, если их убрать, то человек не умрет. Как глаза, например, слух, аппендицит, да. То есть вот это грубое представление. То есть, или можно сказать, например, в намазе есть фарзы, рукны, то есть если убрав которые намаз испортится. И есть такие дела, как ваджибы называются, которые нельзя оставлять. И по ханбалитскому мазхабу, например, если ваджиб, то, что называется ваджибом, если у них также они делят на рукан и ваджиб. Если ваджиб оставляется намеренно, то намаз становится недействительным. Если ваджиб оставляется ненамеренно, по забывчивости, то в этом случае намаз действителен, и ему сажда саху надо сделать. По ханафитскому мазхабу, если ваджиб оставляется намеренно, то намаз надо перечитать. Заново. То есть не становится недействительным, но становится ваджибом тебе заново перечитать намаз. А если оставляется по забывчивости, то достаточно сделать сажда саху. То есть очень важная часть также. Вот дела тоже сказали, вот примерно вот как для представления вот является такой частью имана, сказали они. И поэтому все хадисы, в котором сказано, не уверуйте вы, пока не сделаете то-то и то-то, пока не будете таким-то, таким-то, это имеется вот полнота вот этой веры. То есть есть вера, части, лишившись которой человек может стать неверующим, и есть то, что пополняет веру, вот это является дела. И вот потом указание как раз на это скоро пройдем. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал женщинам, вы являетесь теми, у кого есть недостаток в разуме и в недостаток в религии. Что это имеется в виду по правде? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил им 4 вида посуды. Не потому, что эта посуда сама по себе запрещена, а потому, что в этих посудах обычно готовили спиртное. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил посуду, которая называлась хантам. Это глиняная посуда, полностью закрыта, и у нее есть только трубочка сбоку, откуда сливается, горлышко. И так как она закрыта плотно, то вот если туда положить финики в воду и другие эти фрукты, то быстро начнется брожение. Второй вид посуды — это дубба. Дубба — это тыква. То есть в тыкву все внутри убирают, отставляют крышечку чуть-чуть, и туда также вот так делали, закрывали. И в такой посуде обычно тоже быстро, вот в тыквенной такой посуде быстро брожение идет. Второе — это накир, это берут ствол дерева, тоже вычищают внутрь, делают затычку и наливают туда, и опять брожение делают.
И четвертый это музаффат, это посуда, которую это смолой. Обволакивают смолой, чтобы не поступал воздух. И вот 4 вида посуды вот было запрещено. То есть пить то, что забродило в этих посудах. Имеется в виду, как, в современном мире, как тебе, если человек скажет, то как сказать, например, нельзя водку, нельзя пиво, нельзя там виды этих, там он тебе будет это говорить. То же самое вот как бы, чтобы они поняли. И другие говорят, что, потом ханафиты, маликиты, шафииты говорят, что эти посуды потом были разрешены для использования. Такой вид посуд был разрешен для использования. После того, как это запрет уже утвердился, все оставили выпивание спиртного. И вот эти посуды, использование просто посуд разрешилось для других целей. Другие сказали, почему именно в этом хадисе он упомянул эти посуды, а не сказал просто то, что, например, опьяняет, то не пейте. Потому что как бы указанием на будущее, то, что когда эти посуды будут разрешены использование, то чтобы люди остерегались таких посуд, остерегались этих посуд, чтобы были готовы то, что они туда положат. То есть раньше как такового сока производства не было, выдавливанием, как сейчас. А что делали арабы? Брали воду, ложили туда пару фиников, оставляли, к вечеру финик растворялся в воде, и получалась сладкая вода. И как вот это соком назывались. Или, например, яблоко ложили, или еще что-то, вот так фрукты ложили. И оно вот это потихоньку растворялось, мягкое становилось, и вот это пили. А если ее оставить надолго, то она начнет что? Бродить. А вот в этих посудах она еще быстрее бродит. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул именно с названием посуд, а не просто правила дал им. Так как когда запрет какой-то устанавливается, является из мудростью запрет сделать ожесточенным, чтобы все прекратили. И когда вот прекратится эти действия, давать уже это поблажки, делать поблажки. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ихфазухунна», запомните эти слова и делайте действия по ним. И сообщите тем, «Ва ахбиру бихинна», и сообщите тем, «Ман вараакум», тем, кто остались сзади вас. Это хадис Бухари и в Муслиме приходит, Бухари и Муслиме. Следующий хадис от Убада ибн Самит, да будет доволен им Аллах, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и вахауляху айсаба, и рядом с ним находились айсаба минас сахаба. Айсаба — это от 10 до 40 человек. Называется в арабском языке айсаба. Айсабатун, если, например, нафар, это обычно от 3 до 10, айсаба — это от 10 до 40. От 10 до 40 человек. И рядом с ним, с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вот находились айсабы, то есть группа сподвижников. Группа сподвижников. Айсаба называется, потому что или от слова асаб, это связывать что-то, укреплять. Как бы большая группа людей, это как укрепленная. Или от асаб, от слова асаб, жилы, как жилы скрепляет тело, поэтому такую группу людей тоже назвали от этого слова. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Баи'уни», поклянитесь, присягните мне. Присягните мне, сказал он, в том, что вы не будете предавать Аллаху в сотоварищи, что вы не будете ничего, шай'ун — это что-либо, не будете предавать Аллаху в сотоварищи что-либо. Баи'уни от слова бэй'a. Бэй'a — это торговля, когда ты даешь что-то, и тебе взамен дают что-то. То, что имеет цену, и то, что имеет цену и ценность. То, что имеет цену и ценность, называется маль. И вот бэй'a, торговля — это когда вот ты обмениваешься вот этими вещами. И тут вот это баи'уни, присягните, тоже от этого глагола происходит. То есть, когда присяга дается, это значит, что
этот человек готов доверить тебе, доверить к тому, кому присягают свое имущество, свое тело, свою жизнь, и тот взамен дает ему что-то. Поэтому Аллах Субханаху Тааля сказал: «Инна Аллах иштара миналь му'минина анфусакум». Аллах выкупил у верующих их души взамен на рай. Взамен на рай. И каждый человек, просыпаясь утром, продает себя или шайтану, или Аллаху. Или он продает Аллаху, то есть выполняет благие дела, или себя ведет к погибели. «Валя тасрику», и не воруйте. Тут именно используется сарака. Воровство, за которое наказание есть в исламе, это когда человек украл что-либо, имеющее определенное количество, то есть если это нисаб у него, количество определенного исламом, то есть ниже которого не считается воровством, выше которого считается уже воровством. Потом воровством считается это тогда, если было украдено с того места, которое предназначено для хранения этой вещи. Для хранения этой вещи. Если это место не предназначено для хранения этой вещи, то если человек взял, это не называется воровством. Да, это грех, но уже в шариате, как отрубание руки, не наказывается. Может наказаться плетью, может наказаться тюрьмой и другими наказаниями, но уже такого наказания нет. Это как пример, вот говорю. Например, если бы вы были в хаджи, то около пророческой мечети есть махалляты, магазины, в которых продается золото. Лет 50 назад в этих магазинах не было дверей, а висела только тряпка. То есть такие же магазины были, в которых продавалось золото, серебро, но дверей не было, висела только тряпка. То есть когда человек уходил на намаз, он опускал тряпку. И это считалось место для хранения вот этого золота. Если человек поднял бы тряпку и зашел бы, то это считалось бы воровством. В наше время, когда для сохранения такого магазина следует опустить железную дверь и еще сигнализацию поставить, если человек не сделает, а просто опустит тряпку и кто-то зайдет, украдет, это не будет считаться воровством. Это будет считаться то, что он взял без права. Он будет наказание нести, но уже не отрубанием руки. То есть воровство это считается тогда, за которое есть наказание в исламе, как отрубание руки, это тогда, когда было украдено с места, которое предназначено для хранения этой вещи. Там, вот, например, вы видели тоже, или можете увидеть по фотографиям, там, например, есть около мечети также люди, которые продают зубочистки. Они, когда на намаз уходят, тряпкой накрывают. Если человек вот так же он накрыл тряпку, и кто-то украл вот это все, и эта сумму определенно набрала, то это уже будет воровство. Потому что это считается местом для хранения. Например, человек деньги, дипломат с деньгами оставил в машине и ушел. И человек открыл машину, взял. Вот это такое количество денег хранить в машине. Машина считается как местом хранения для таких вещей? Не считается местом для хранения этих вещей. Поэтому это не будет считаться воровством. Это будет называться по-другому. Да, это грех, да, это наказуемо шариатом, но это не считается воровством, за которое наказывается. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валя тасрику, и не воруйте. Валя тазну, и не совершайте зина, прелюбодеяние. Валя тактулю аулядакум, и не убивайте своих детей. И не убивайте своих детей». То есть арабы, у них было такое, что если они, когда боялись бедности, они закапывали своих детей заживо, живем. И если не боялись бедности, то они бывало, что закапывали девочек, не боясь бедности, а из-за того, что боясь, что в будущем девочку пленят, станет рабыней, и это будет что? Позором для их семьи. Позором для семьи. Или она станет, например, зина делать. И опять же семья опозорится. И поэтому закапывали живьем. И поэтому Аллах Субхану говорит, когда рождалась у них дочка, ты видела, что у них лица чернели. И при этом они не стеснялись и говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха. То есть было такое убеждение по отношению к девочкам, но при этом не стеснялись и говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха.
وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. И وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْтَان. И не приводите ложь, не говорите ложь, бухтан. Бухтан называется ложь, от которого человек, сказав перед человеком, который человек приходит в шоковое состояние. Вот это бухтан называется. И который вы выдумали перед своими руками и ногами. Вот тут так приходит. «Валя та'туна би бухтан», и не приводите ложь, которую вы выдумываете перед своими руками и ногами. Как это понять? Тоже есть несколько объяснений. Одно из объяснений — это то, что между вашими руками и ногами, то есть от себя, который вы выдумали от себя. Руками и ногами сказано, потому что человек в большинстве случаев совершает дела именно руками и ногами. Другие говорят, что в основе вот этот запрет был сначала сказан женщинам, когда женщины давали клятву. И так как ребенок у женщины в животе находится, то как будто бы это между руками и ногами. То есть, чтобы она не говорила после того, как родит, это не твой ребенок, а это ребенок такого-то человека. Например. Не обманывали своих мужей так. Это было в арабском, у арабов такой вид обмана, когда женщина обманывала и говорила, что это ребенок не его, а такого-то человека. Может быть, даже она и делала зина с ним, но пророк, саллаллаху ислам, установил то, что ребенок приписывается к тому, на чьей постели он родился. На чьей постели он родился, даже если женщина подтвердится, что она зина сделала. Даже если она подтвердится, что она зина сделала. Даже если подтвердится этим ДНК. Да. То есть тут на ДНК нету полностью доверия. Ребенок присуждается все равно к постели. Также было сказано, что между руками и ногами это имеется в виду от сердца. Что сердце находится как раз между руками и ногами. «Валя та'су фи ма'руф». И также не ослушайтесь фи ма'руф, в том, что велел шариат. Не ослушайтесь в том, что велел шариат. «Фаман вафа минкум», и кто вот исполнит это, то аджруху, аджр этого человека на Аллахе. Аллах воздаст ему за эти дела. Аллах воздаст. Не ищи у кого-то. Сделал благое дело, не ищи от него рахмет. Этого благодарства. Твоя награда на Аллахе. Твоя награда на Аллахе. «Иннама нут'имухум ливаджхиллях», мы их кормим ради Аллаха, ля нуриду минхум, и не желаем от них какого-то награды и шукра, как Аллах Субхану про верующих сказал. «Ваман асаба мин залика шай'ан», а кого постигло что-то из этого, то есть кто совершил какой-то грех, как, например, воровство, зина, убийство, фа'уқиба бихи фид дунья, и был он наказан в этом мире, как лишением жизни, или там отрубанием руки, или то есть шариатским наказанием, то это наказание будет ему каффара, как это, тем, что послужит причиной прощения его грехов. Тут и есть разногласия между учеными, является ли таубе, покаяние в этом, если человек, например, совершил какой-то большой грех, и вот за который есть наказание в шариате, и судья его наказал, то как по хадису, если посмотреть, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что если судья наказал, то это является прощением ему его греху. Но тут и есть это таубе, покаяние. Является ли условием для того, чтобы вот это наказание стало прощением для его греха, или нет? Если по хадису судить, то таубе, покаяние, не является условием. Есть разногласия ученых. Многие ученые сказали, то, что даже если он не покаялся,
за этот грех он уже не будет наказан в судный день. Не будет наказан в судный день. Другие сказали, не будет наказан только в том случае, если было покаяние от него. Третьи сказали, что не будет наказан за грех, так как он уже взял наказание, но будет наказан за то, что он не сделал покаяние. Потому что не совершать покаяние – это уже другой грех. Это уже другой грех. То есть человек совершил два греха. Когда он совершает грех и когда он не кается. Так как Аллах Субхану Тааля сказал, «Ваман лям ятуб фауляйка хумуд залимун». А те, которые не совершили покаяние, то они залимы, то они нечестивцы, Аллах Субхану Тааля сказал. И указал то, что несовершение покаяния – это другой грех. То есть разные объяснения есть, но это не наша тема, это будет тема, иншаллах, может год, два, через два, когда дойдем до этих, потому что вот эта книга, она полностью, весь шариат. Потом намаз будет, тахарат будет, потом пост и так далее. «Ваман асаба мин далика шай'ан», а тот, кто совершил этот грех, то есть другой вид. Первый вид – это тех, которые были пойманы и были наказаны. Второй вид – это тот, кто совершил этот грех. «Сумма сатараху Аллаху алейхи фид дуня». И Аллах скрыл его, этот грех, в этом мире. То есть никто не узнал. «Фахуа иля Аллах», то это Аллаху, говорит. То его положение возвращается к Аллаху. Человек совершил зина, но никто его не поймал, то наказать его в судный день или не наказать будет решать кто? Аллах Тааля. Иншаа афа анху, если он захочет, то простит его. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, ва иншаа аакабаху, а если захочет, то накажет его. То есть поэтому мы говорим, если человек единобожник не совершает ширк, куфр, то в этом случае он войдет в рай, даже если оставляет какие-то дела, обязанности, и пока он не говорит, что это оставление этих обязанностей халяль. Потому что если он скажет, что намаз читать не фарзом является, и при этом у него нету какое-то сомнения. Потому что бывает, что человек говорит из-за какого-то сомнения появляется. Или, например, говорит какую-то вещь халялем, а оно является харамом. Не потому, что там это решение какого-то муджтахида, ученого. Например, у некоторых ученых маликитского мазхаба разрешается есть собаку. Но это не значит же, что это люди стали кафирами из-за того, что это потому, что они ичтихад ученого. Однако, если это халяль говорится харамом, харам говорится халялем, вот это может привести к куфру. Это опасная вещь. Если фарз говорится, что он не фарз, и так далее. То есть отрицание фарзов, отрицание харамов, вот это может привести к куфру. Если человек не совершает и совершает грехи, или потому что считает себя грешником, совершает этот грех, потому что следует своим страстям. Или, например, не держит пост, например, или не дает закят из-за ленивости или из-за какой-то беспечности, то мы этого человека не можем назвать неверующим. И этот человек войдет в рай. Даже если не войдет сразу, погорит сначала в аду, но он все равно из ахлюль кибла называют их, людей киблы, то есть из единобожников. И следующий хадис, вот и на этом хадисе закончим. 3 хадиса хотел как раз взять. Это от Абу Саид аль-Худри. Абу Саид аль-Худри – это из тех сподвижников, которые известны своей куньей. Как Абу Хурайра, когда спрашиваешь его имя, большинство молчит. Абдурахман ибн Сахар. Как Абу Бакр, как его имя? Абдулла ибн Усман. И вот Абу Саид – это тот же такой человек, который не известен своим именем, а известен своей куньей. Абу Саид аль-Худри. Его имя Саад ибн Малик. Саад ибн Малик из племени ансаров. Из ансаров. И также он из тех, кто очень много приводит хадисов. Из тех, кто очень много приводит хадисов. Умер в 84 года.
Да будет доволен им Аллах. И он говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел в праздник Курбан-Байрама или Ураза. То есть сомнений есть, не помнит точно, но помнит, что это было в день праздника. Иля мусалля, место, где читается намаз. Не мечеть, а для праздников было место специальное, то есть поле, где люди могли спокойно собраться. То есть даже это является желательным, чтобы это, если возможность, то это было собрано именно в поле. Так как в мечеть не все вмещаются же. И прошелся рядом с женщинами. Тут или он специально пошел к ним, или, проходясь, решил сделать им вагаз. Или специально для вагаза пришел, или, проходясь, решил сделать вагаз. И сказал: «Я ма'шаран ниса, о женщины, о собрание женщин, тасаддакна, давайте садака, фа инни уритукунна аксара ахлин нар». Поистине мне было показано то, что вы являетесь то, что вы больше всего будете в аду. То есть не мужчины, а женщины больше всего будут в аду. То, что вы являетесь самой большой группой из людей, которые будут в аду. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел им дать садака. Потому что садака – это то, что защищает человека от огня, защищает человека от огня. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иттакуннар», остерегайтесь огня хотя бы половина финика. И почему именно большая часть людей ада они? Потому что их любовь к миру больше, чем у мужчин. А вот эта любовь к миру как раз исчезает посредством чего? Посредством того, что человек дает садака. И пророк, саллаллаху, и они спросили: «Вабима я Расуль Аллах», а почему, о посланник Аллаха? По какой причине? Больше всего в аду будут женщины именно? Какая причина? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Тукфирна ля'ан», вы много проклинаете. Некоторые это в прямом смысле перевели, то есть проклятие определенного человека, проклятие группу, как, например, пускай Аллах проклят тех, кто занимается риба, это разрешается. Однако конкретного человека проклинать не разрешается, потому что это как будто бы дуа, отдали Аллах от своей милости. Потому что вы много проклинаете, говорит. Некоторые объяснили это, имеется в виду, из ваших уст много ругань выходит по отношению, чем у мужчин. Больше всего ругаете, кричите. «Ватакфурна ашир», и скрываете милость, скрываете благодеяние своего мужа. То есть, если муж сделал какое-то благо, то вы забываете про это. Как приводится то, что один из халифов купил рабыню, освободил ее, женился на ней, подарил ей замок, и когда она разозлилась на него, он что-то сделал, не пришел что-то вовремя, вроде бы такое было, не пришел вовремя на указанное время, и она сказала: «Ты мне никогда не делал благих дел по отношению ко мне. Ты никогда не совершал мне хорошее, не делал мне». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Я не видел из тех, у кого есть недостаток в разуме и в религии, которые бы сильнее, чем вы бы, лишали бы собранного мужчину разума. Чем больше вас, сильнее вас, никто не может лишить, быстрее вас, никто не может лишить собранного мужчины разума».
пророк, саллаллаху алейхи сказал. И они сказали: «Вама нуксану динина ва аклина». То есть пророк, саллаллаху сначала упомянул недостаток в разуме и недостаток в религии. А потом они, когда спросили, а в чем есть недостаток религии и в чем недостаток разума? То есть наоборот сказали. Потому что посчитали, что религия более важна. Религия более важна, и мы сможем что-то сделать, чтобы убрать вот этот недостаток. И это мудрость именно что? Ансаров, женщин ансаров. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как хороши женщины, как прекрасны женщины, женщины ансаров. И не препятствует им стеснение их, чтобы обучаться религии. Потому что бывали ансары, женщины приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорили: Аллах не стесняется истины, и спрашивали его женские вопросы. И это указывает на их то, что они не просто оставили это, а захотели исправить это. И сказали, в чем же заключается недостаток в разуме и недостаток в религии. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что касается недостаток в религии, он сказал, свидетельство одной женщины приравнивается к свидетельствам двум женщин. Свидетельство одной женщины приравнивается в торговых делах к свидетельству одной женщины. И они сказали: да, это так. И вот это указание на то, что женщина быстро забывчивая, быстро забывает. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал про женщин, когда в торговле заключается, про свидетельство, чтобы была запись, если в долг даешь, когда. Фаин лям якуна раджуляни, если двое мужчин не можешь привести в свидетельство, то один мужчина и две женщины. Один мужчина и две женщины. И потом Аллах Субхану ва Тааля сказал: антадилля ихдахума, если забудет одна из них, то напомнит ей другая. И тут есть маленькое указание интересное, некоторые ученые приводят. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Субхану ва Тааля не сказал: и напомнит ей кто-либо из этих двух. Также 3 свидетеля же было, мужчина и 2 женщины. Она сказала: если одна из них забудет, то напомнит ей другая. Это, говорит, указание на то, что женщины друг от друга быстрее перенимают, чем, например, от мужчины. Поэтому лучше, если будет учитель, например, женщина, кто обучает женщин, потому что женщина от женщины быстрее перенимает и лучше друг другу могут объяснить. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля как бы сказал: и напомнит ей другая. Вот маленькое такое указание есть, сказали. И также некоторые говорят, что именно поддаванием чувствам. И за счет этого именно быстро женщина забывает, например, женщина рожает, а когда рожает, например, у человека есть предел, болевой порог, 47 там с чем-то это есть, а у женщины она испытывает 57. То есть больше 47 обычно человек умирает от болевого этого. А женщина испытывает больше при родах. И при этом какое-то время проходит, и она уже что? Желает 2-го, 3-го ребенка. Забывает быстро. И вот это именно что является? Является недостатком в разуме. Недостатком в разуме. Мужчина, он обычно сосредоточен на одной вещи. Если мужчина что-то делает, и женщина, например, ему кричит, обычно вот сидишь с женой, и потом она говорит: я тебе то-то говорила сделать, ты это дело сделать, а ты там другое дело занимался по правде. Ты говоришь там: да, все понятно. Потому что мужчина, он привык сосредотачиваться на одной вещи, а женщина может сосредотачиваться сразу на 3, 4, 5 вещах. И она думает, что и мужчина так может. И поэтому бывают часто семейные проблемы из-за этого. А мужчина, если делает что-то, он делает это совершенно старается делать. И поэтому вот это есть, в этом есть недостаток немного. И потом он сказал, пророк, саллаллаху алейхи, если у одной из вас начался цикл менструальный, лям тусалли, то вы не читаете намаз и не поститесь. Они сказали: да. То есть теряется что? Награда. Намаз вообще не восполняется. Также женщинам не надо восполнять. А пост, если даже надо восполнять, то они полностью ту награду, которую можно было бы получить в Рамадане, не смогут получить.
Они получат награду, как в пост в Рамадане, но не сравнится с тем человеком, который держал пост в Рамадане. И они сказали, да, вот это и есть, говорят, недостаток в религии. Недостаток в религии. То есть надо вот это пополнять им. Пополнять. Субханакаллаху ва бихамдика.